Ой, я сейчас заставлю всех плакать. Да, нет, я не знаю. Мне серьезно ответить. Это вообще вот самый, мне кажется, позорный вопрос. Вырезать мама меня убьет. Это огромная благодарность моим родителям. Они привели меня сюда. Мои родители являются артистами драматического театра, и поэтому вот со своего вот бессознательного возраста я вот кожей чувствовала сцену. Каждое утро, когда мне надо просыпаться, шучу. Если честно, у меня никогда не было такого момента, чтобы я хотела бросить балет. Вообще наш творческий путь, он не такой долгий. Я уже знаю, что придет день, когда мне нужно будет со сценой попрощаться, поэтому я бы не хотела это, как сказать, преждевременно вызывать. Очень положительно. Понимаете, мы свободны в своем ограничении. Когда у тебя есть срок, и ты говоришь «я должен», ты делаешь. А когда ты плаваешь в прострации, вот что может быть когда-нибудь, и это вот может быть когда-нибудь и происходит. Я хочу, вот, как я закончу танцевать, несколько лет просто наполняться, жить, не задумываясь о том, что мне надо на работу, что, не знаю, забивать себя какими-то обязанностями. Наверное, я бы хотела бы вот путешествовать по миру в поисках всего нового и интересного. Есть книга, которая вот уже несколько лет является моей настольной книгой. Я к ней возвращаюсь очень часто. Это книга «Karma Logic» Алексея Ситникова. Это для меня вот кладезь мыслей, слов, идей, убеждений, где ты всегда себя просто пересматриваешь, переслушиваешь. Эта книга, она мне очень помогает. Из последних фильмов, что меня сильно-сильно вот до глубины души поразило, это, конечно, фильм «Пианист». Я смотрела его раз 20 ревела, как ненормальная. Но просто вот судьба искусства, вот само как искусство может вытащить человека, как искусство, оно живет. Даже в какой бы ты вот в трудности ни находился, если оно есть, оно есть. Есть один проект. Я бы хотела сделать искусство доступным для всех. Для детей с ограниченными возможностями, для взрослых с ограниченными возможностями. Я верю, что они пришли, чтобы исцелять нас. И я хочу, чтобы наше искусство озаряла их жизнь светом, чтобы через много-много лет, когда я повернусь назад, я увижу, что моя родина — это место, где счастливо улыбаются все. Когда вот я первый раз его увидела в театре, у меня было ощущение, что я увидела вот с каких-то старых фильмов «Принц». Вот у меня было такое ощущение, вот его голубые глаза, его вот этот вот пророческий лик, он с первого момента меня вот зацепил. А мы уже познакомились, и где-то через пару дней он говорит: ну мне не нравятся такие девушки, как ты. И я как-то обиделась и ушла. А через год он сам пришел, если можно так сказать. И на Новый год планы. Я хочу встретить его с семьей, с мужем, с родными. Все как положено. Дома с шампанским в 12:00, с поздравлением президента. Все как в детстве.